В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня мы будем говорить о совершенствовании земельного законодательства с гостем студии, министром имущественных и земельных отношений республики Евгенией Григорьевой. Евгения Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие изменения произошли в законодательстве земельно-имущественной сферы? Я немножко напомню о том, что земельное законодательство относится к сфере совместного ведения. То есть мы вправе, как республика, принимать свои законы, нормативно-правовые акты в соответствии с федеральным законодательством. У нас в этом году будет ровно 10 лет, как у нас действует на территории республики наша концепция государственной земельной политики республики. Совместно с этой концепцией был утвержден план развития земельного законодательства у нас в республике. Напомню, что мы одними из первых приняли земельный кодекс республики, кодифицировали, собрали все в один закон. Это у нас было где-то порядка 17 нормативных правовых актов, законов республики в то время. Это произошло в 2010 году. Далее, сейчас уже все изменения, которые происходят, мы вносим в наш земельный кодекс республики, то есть для правоприменения это очень удобно. Из таких последних изменений я напомню, наверное, несколько значимых для населения. Это, во-первых, в июле 2017 года был принят закон о так называемой лесной амнистии, согласно которому появилась возможность легализовать те постройки, которые были произведены на территориях земель лесного фонда, но в границах земель населенных пунктов. Это действительно для республики достаточно актуальная, проблематичная, имеет место быть, и поэтому, конечно же, я думаю, что граждане воспользуются этой поправкой, этим изменением в федеральном законодательстве. Следующее, наверное, тоже достаточно значимое изменение – это то, что закон о дачной амнистии, так называемый, в отношении объектов капитального строительства продлили еще раз до 1 марта 2020 года. Но напомню, что в отношении же земельных участков закон о дачной амнистии сроков на сегодняшний день не имеет. Кроме того, у нас были внесены изменения в наш земельный кодекс республики в части упорядочения предоставления земельных участков бесплатно многодетным семьям. Было внесено изменение в части возможности замены многодетными семьями права на предоставление бесплатного земельного участка материнским семейным капиталом республиканским составляет порядка 270 тысяч рублей. По сути говоря, значимые изменения есть. Кроме того, мы отработали в части типовых регламентов, именно типовых административных регламентов, в соответствии с которыми наше муниципальное образование предоставляет земельные участки. То есть это основное, то, что на сегодняшний день я бы хотела отметить. Если вернуться к многодетным семьям, как решаются эти проблемы с участками? В отношении же многодетных семей у нас, конечно же, существует действительно проблема. Мы в свое время, когда эту норму вносили в республиканское законодательство, как раз-таки думали, что первым должно быть инфраструктура, либо сам процесс предоставления земельных участков. Но поскольку и на тот момент у нас с инфраструктурой были проблемы, все-таки пошли по пути предоставления земельных участков в надежде, что семьи могут каким-то образом скоординироваться и самим формировать свою инфраструктуру. Есть, конечно, территории, где муниципальное образование, сами семьи организуются, сами инфраструктуру свою строят, но в большинстве, конечно, своем с инфраструктурой у нас проблема. Поэтому на сегодня у нас, надо сказать, что получили земельные участки в таком порядке где-то около 8500 семей многодетных. Всего же у нас очередь составляет больше 20 тысяч по территории республики. Поэтому указом главы республики одним из первоочередных направлений в обеспечении многодетных семей земельным участком возникло то, что территории должны быть обустроены инфраструктурой, малоимущим семьям будет предоставляться помощь в оформлении кадастровых работ. Ну и последнее, то, что возможность замены земельного участка материнским капиталом. Если это для города Якутска, возможно, не очень актуально, но на территории Хулус практически эта цена равноценна стоимости земельного участка. Расскажите о ходе реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Закон о дальневосточном гектаре, конечно же, у нас на сегодня на территории республики действует уже второй год.
Достаточно он был такой резонансный, я бы сказала. Республика очень тщательно отработала в процессе принятия этого федерального закона. Мы благодарны нашим федеральным коллегам в том, что они нас услышали. И все те предложения, которые прозвучали в части обеспечения защиты прав наших граждан, проживающих на территории республики, они были учтены. И таким образом на сегодня у нас на территории республики больше 70% нашей территории закрыта от сферы действия закона о дальневосточном гектаре. И это земли и территории традиционного природопользования, земли особо охраняемых природных территорий, земли, заняты так называемыми особыми зонами, земли общего пользования. И таким образом вроде мы как бы защитили права тех граждан, которые проживают на территории республики. Но вместе с тем нужно отметить то, что интересы есть. На сегодня республика все так же занимает второе место по количеству поданных заявлений. Более 8 тысяч у нас договоров уже заключено безвозмездного пользования. Но вместе с тем где-то около 1500 договоров находятся на подписании у самих граждан. Напомню, что у нас по истечении третьего года уже начинается с подачи декларации о пользовании, фактическом пользовании этими земельными участками. На сегодня готовятся критерии использования этих земельных участков. И, соответственно, получается сам процесс уже использования и фактического использования этих земель уже начинает приобретать некую актуальность. Мы начали совместно с муниципальными образованиями сбор данных уже в этом направлении по своей форме, чтобы понять именно для каких целей на сегодня эти земельные участки более истребованы и больше пользуются спросом. Конечно же, это в основном земли, которые у нас берутся для использования для сельскохозяйственных нужд, крестьянскими фермерскими хозяйствами, земли, которые занимаются под личное подсобное хозяйство, под жилищное строительство. Но есть, конечно же, и отдельные земельные участки, которые граждане используют уже для туристической, рекреационной деятельности, единичные, но встречаются. Какие сроки подачи декларации? Через 3 года с момента, как гражданин заключил договор, он уже должен эту декларацию подавать. А больше граждан из нашей республики или из других субъектов, которые получают землю? Закон, напомню, устанавливает то, что могут подавать заявления только граждане Российской Федерации, во-первых. У нас на сегодня порядка 386 заявлений из-за пределов республики. Заключено 69 договоров безвозмездного пользования с жителями Российской Федерации, проживающими за пределами республики. В 2016 году глава республики Егор Афанасьевич Борисов утвердил план мероприятий по реализации федерального закона о дальневосточном гектаре, в котором предусмотрена реализация проекта «Якутский гектар». На сегодня сколько якутских гектаров выдано и кто на него имеет право? Якутский гектар – это мы называем такую норму, которая была установлена Земельным кодексом республики, которая работает с июня 2015 года. Якутский гектар может получить любой гражданин Российской Федерации, проживающий на территории республики, для ведения личного подсобного хозяйства и крестьянского фермерского хозяйства на территории любого поселения, кроме административных центров улусов и районов. Порядок предоставления земельного участка он также упрощенный, и по заявлению заинтересованного лица земельный участок предоставляется безвозмездное пользование на срок до 6 лет. На сегодня нами предоставлено, муниципальными образованиями предоставлено более 730 земельных участков площадью 15 859 гектар. В основном же, конечно, земли берут под сельскохозяйственное производство. Мы увеличили размеры земельных участков, предоставляемых в соответствии с этой нормой. И предельные максимальные размеры, они для разных видов деятельности составляют от 1 гектара до 10, не более 10% самих пастбищ, в зависимости от того, под что это берется, начиная от растениеводства, пчеловодства и заканчивая уже коневодством и развитием крупного рогатого скота. Ну а в этом году в нескольких кварталах Якутска проводятся кадастровые работы. Что это такое и почувствуют ли пользу жители столицы?
Ну, у нас тоже не вот как раз закон о дальневосточном гектаре, он выявил такую проблему, в особенности остро выявил проблему, связанную с необходимостью уточнения границ земельных участков. На сегодня у нас порядка вот из тех земельных участков, которые поставлены в кадастре на учет, порядка 184 тысяч земельных участков, они без границ. То есть они были учтены по ранее действующим правилам. И, кроме того, на территории республики существовала определенная местная система координат в каждом буквально муниципальном районе, что и в пределах как бы границ населенного пункта своя местная система координат, за пределами. Но это как бы исторически было еще с 90-х годов. И вот сейчас вот эта вот проблема, она как раз-таки появилась, вот еще раз повторюсь, в процессе получения дальневосточного гектара. И в федеральном законе появилась норма о возможности проведения комплексных кадастровых работ как Российской Федерации, так и субъектами, муниципальными образованиями. И мы воспользовались этой нормой. Впервые пилотные регионы были заявлены в прошлом году. Это было 3 пилотных региона по Российской Федерации. Здесь Российская Федерация в соответствии с федеральной целевой программой в лице Росреестра субсидирует этот вид работ. И в 2018 году эту работу начали 13 субъектов Российской Федерации, среди них Республика Саха-Якутия. Мы определили на сегодня перечень населенных пунктов на территории республики, которые соответствуют тем критериям, которые установлены в федеральном законе. Это и наличие проектов межевания кадастровых кварталов. И на сегодня вот в городе Якутске мы работаем на территориях 2 кадастровых кварталов. Но с точки зрения квартального деления города Якутска это 3 квартала. И планируем, что вот эти вот работы как раз уточнят границы земельных участков, и мы сможем определить как раз землю общего пользования, объекты капитального строительства. То есть это позволит, как говорится, решить проблему с ошибками на земельных участках. Да. И в завершении выпуска очень коротко о мероприятиях, которые запланированы в информационной декаде. Мы действительно начинаем вот информационную декаду, и 13 сентября этого года всем желающим будет оказана бесплатная юридическая помощь по месту расположения Министерства имущественных и земельных отношений. И 14 сентября всем, кто не может подойти лично для получения бесплатной помощи, будет организована горячая телефонная линия. Евгения Васильевна, спасибо большое за беседу. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.